Вместе и едины идти до конца. В молодежном центре «Патриот» состоялся республиканский форум «Северный рубеж», организованный Народным фронтом Якутии. Главным гостем мероприятия в рамках всероссийского проекта «Все для победы» стал известный сербский доброволец Деян Берич. Форум «Северный рубеж» стал крупным и долгожданным событием. Он собрал множество волонтерских и добровольческих объединений, молодежных движений, общественных организаций и предприятий Якутии. Все они оказывают всестороннюю поддержку бойцам СВО, которые защищают Родину. Вообще «Северный рубеж», то есть, как говорится, идея появилась, это в рамках того, что в Москве прошел всероссийский форум «Все для победы». И также, то есть, хотелось бы отметить то, что в этом году отмечается 15 лет Народному фронту. Народный фронт с 2022 года, то есть, максимально старается оказывать помощь «Все для победы», то есть в рамках проекта. То есть этот проект не единственный, у нас есть такой еще проект «Радары НФ», есть кибердружина, есть еще, соответственно, ряд других проектов, которые, то есть, мы реализуем, и они все, то есть, идут на помощь либо же населению, либо же, соответственно, то есть, специальной военной операции. В рамках форума, то есть, сегодня мы обсудим вообще, соответственно, что нам необходимо, как усилить взаимоотношения, то есть вот эта связка, получается, республики, то есть с зоной, как говорится, той, которая у нас на сегодняшний день есть, то есть где восстанавливается там и Кировская, получается, и Докучаевск, и, получается, работа ведется, то есть именно по поддержке, которые ребята находятся на нуле. Среди таких члены волонтерского движения «Поддержи своих». По индивидуальным заказам бойцов они шьют камуфляжные костюмы, антидроновые одеяла, сети и многое другое. Всего в движении работают 8 человек, которые, несмотря на возраст, стараются помочь всем. Сегодня мы на форуме представляем свои изделия, антидроновые изделия, которые начали мы шить. У нас идут антидроновые одеяла, антидроновые плащи и плащ для снайпера «Аюр», который мы вот сейчас шьем посезонно. Есть у нас зимний вариант, есть у нас летний вариант, осенний вариант, которые вот бойцы заказывают, снайперы. Именно специально приезжают и заказывают нам. Ну, мы отправляем на передовую. Помимо этого мы работаем, собираем военные госпиталя, это лекарства собираем, отправляем инвалидные коляски, отправляем костыли, трости, да, вот, и работаем уже с эвакуационными бригадами на передовой. Мы работаем с начала СВО, это 23-го года мы начали работать. Работают у нас, прямо все думают, что мы цех, мы не цех. У нас работают основные работники только 8 человек. Вот это вот, то, что мы шьем, это 8 человек, это все шьют. И 8 человек вот так вот успеваете? Да, мы успеваем, да, каждый день. Но мы раньше работали без перерывов, да, без выходных, а сейчас мы берем выходные, потому что у всех тоже домашние дела, дача, да, вот сейчас как бы отпуска. Но мы стараемся, как бы, заказов очень много, заявок, и стараемся все, конечно, это все сделать и передавать уже на руки, лично, адресно отправляем. Помимо добровольческих организаций, свою помощь отправляют и предприятия Якутии. Так, в рамках форума общественному движению передали автомобиль. Наше предприятие в ГУП ГРЧЦ передает автомобиль Народному фронту в рамках поддержки бойцов СВО. Мы надеемся, что наш вклад поможет приблизить победу в этом конфликте, и мы никогда не остаемся в стороне, всегда стараемся помочь. Мы и на региональном уровне помогаем, и на федеральном, собираем средства сами здесь, и местные фонды, и в федеральные, я уже повторюсь. Поэтому всеми силами каждый работник нашего предприятия делает свой вклад в руководство предприятия в рамках поддержки бойцов СВО. Сегодня передает автомобиль УАЗ «Патриот» для того, чтобы наши бойцы выполняли свои боевые задачи, и всех ждем с победой. С Народным фронтом с момента начала спецоперации мы несколько раз в год, да, собираем средства и оказываем помощь в разных управлениях наших, и сетки делаем, кто чем может, помогаем и свечи окопные. В общем, чем можем, не только финансово, да, но и своими силами, что можем сделать.
мы передаем бойцам через отделение Народного фронта. Главной темой форума стало обсуждение дальнейшей поддержки участников СВО, членов их семей и пострадавших регионов. Были проведены итоги работы, некоторые из участников были удостоены награды за вклад в поддержку бойцов спецоперации «Все для победы». Для меня было большой неожиданностью, когда сказали, что мою кандидатуру выдвинули на высокую награду, которую учредил наш президент Владимир Владимирович Путин. «Все для победы». Конечно же, мы не ради награды стремимся, заботимся о наших участниках специальной военной операции, помогаем всем, чем можем. Я выражаю огромную благодарность всему моему коллективу, который мне помогает в этом заниматься волонтерством. В данном случае это очень высокая награда для меня, для всего коллектива, считаю. И, конечно же, мы будем и дальше помогать нашим ребятам, заниматься волонтерством, собирать гуманитарную помощь, поддерживать и словом, и делом, и приближать победу. Главным гостем форума стал известный сербский доброволец Деян Берич. С 2014 года он защищал Донбасс в составе сил ДНР, а в 2023 году получил российское гражданство и сосредоточился на организации гуманитарной помощи. Деян Берич – один из самых известных иностранных добровольцев, связавших свою судьбу с Россией. Сегодня он занимается общественной и гуманитарной деятельностью, оказывает поддержку интернациональным подразделениям и проводит встречи с молодежью. Сразу после последнего ранения, когда чуть-чуть стал на ноги, начал заниматься волонтерской деятельностью. Пригласили меня в Народный фронт, стать членом команды Путина. За меня это было, это достаточно маленькая группа людей в Народном фронте. Тогда было это маленькое подразделение, сейчас расширилось. И работаю максимально возможно, вот сколько могу. Почему? Потому что Народный фронт всегда был рядом, когда мне было нужно, не только мне, бойцами, с которыми я служил, подразделениями. И хочется как-то отблагодарить и Народному фронту. Сначала начал как волонтер, а потом, когда начал общаться с молодежью в школами, как-то меня приняли хорошо, и это сейчас стало основной деятельностью волонтерской работы. Значит, ехать по регионам, как амбассадор команды Путина, разговаривать с молодежью, с волонтерами, с бывшими СВОшниками, со силовиками. И получается хорошо. Мне кажется, важная работа, тоже важная работа. По словам капитана Вооруженных сил Российской Федерации, именно открытый разговор с подрастающим поколением помогает сохранить историческую память и передать ценности будущим поколениям. Помимо участия в форуме, он встретился с участниками военно-патриотического лагеря «Путь Росомахи» и воспитанниками кадетской школы-интерната, где рассказал о своем боевом пути, жизненных испытаниях и значении патриотического воспитания молодежи. Всегда, когда дети собираются, чтобы они организованно дружили, соревнования проводили, это всегда большой плюс и хорошее настроение. Когда так много детей, когда такой красивый лагерь, как здесь, что есть, это как бы прям сразу и настроение поднимает. И задавали так достаточно интересные, взрослые вопросы, такие зрелые вопросы. Если мы не будем учить наших детей, будут их учить и другие. Если наши дети не будут знать нашу историю, но будут рисовать историю, и тогда будет беда большая. Вот Якутия, как бы она огромная страна, мало населения, но огромное количество героев из Якутии есть. Говорим сейчас о Великой Отечественной войне. Вот у меня были сослуживцы в 15 году, 16 году, еще когда была война только в Донецку и Луганску. Прям героические парни. Вот о ним надо говорить, о ими надо говорить. Мы должны учить детей истории, иначе все беда будет. Воспитанники военно-патриотического лагеря «Путь Росомахи» встретили гостя с большим интересом. Ребята активно задавали вопросы о службе, жизненном пути и личном выборе Деяна Берича. Мне на самом деле очень интересно. Он рассказывает про то, как переехал в Россию. Мне интересно то, что он так в Сербии приехал в Россию,
как он вообще выучил русский язык, потому что это сложно, наверное, было для него. Каким образом он попал на войну и чем он там занимается. И личная жизнь тоже интересно, чем он занимается сам по себе. После общения с юноармейцами и кадетами Диан Берич посетил учебно-стрелковый центр «Сулус», где познакомился с его работой и встретился с героем России Александром Колесовым. Когда встречаетесь с героем России, у которого большой боевой опыт, это встреча, которая помнится за всю жизнь. Ну, узнал много чего нового. Не знал, что у Якутии такой большой учебный центр, прям большой-большой. Мы очень рады, что такие легендарные люди вот приезжают к нам в Якутию. Они показывают, что в России мы все едины. Вот он серб, мы Якутия, есть вот братья дагестанцы, Чечня, там, Башкирия, татары, все национальности, все вероисповедания. Здесь границ у нас нету. Мы все братья. Форум «Северный рубеж» стал площадкой, объединившей волонтеров, общественной организации, представителей предприятий и молодежь республики. Здесь не только подвели итоги уже проделанной работы, но и наметили новые направления поддержки участников специальной военной операции, их семей и жителей пострадавших регионов. Как отметили участники, только совместными усилиями, взаимной поддержкой и единством можно продолжать эту работу и помогать тем, кто сегодня защищает интересы страны. Лилия Бурцева, Тимур Калмангоров, Аэлита Махно, Станислав Потапов, Якутск.